Ну что, добрый день, уважаемые коллеги. Я рад вас всех приветствовать. Сегодня у нас в городе Уфа проходит третий культурный форум «Арт Курултай». Буквально полчаса назад закончилось пленарное заседание с участием главы республики, а также уважаемых гостей. Были озвучены очень многие интересные тезисы, предложения. И также с утра у нас идут секции, вернее уже со вчерашнего дня, я уже, только говоря про сегодняшний, забыл сказать, что у нас уже вчера все началось, и сегодня с утра, соответственно, работают секции, где по музейному делу, по библиотечной системе, вообще в целом, чтобы и Максим тоже понимал, сейчас я его представлю вам. У нас культурный форум, так можно сказать, что это такой проект для того, чтобы, современным словом сказать, прокачать скиллы, да, как говорят сейчас молодежи, для деятелей культуры. И если все-таки вот сейчас перед нами сидят деятели из театральных концертных организаций нашей республики, а у нас еще вся республика с огромной клубной системой, огромной библиотечной системой, музеи, это очень большая, так скажем, хорошее понимание, армия деятелей культуры, которые каждый день своим трудом, своим работают на то, чтобы, как вот сегодня тоже говорили на пленарном заседании, заботиться о душе, заботиться о том, что мир наш был прекрасен. И вот с таким благим намерением, собственно говоря, мы здесь находимся. И сегодня у нас есть... То есть сегодня мы проводим и нашу секцию, театральную секцию, и у нас в гостях очень уважаемый человек. Дело в том, что Максим, я тоже пока только о вас слышал, мои друзья говорили, что придя на форум менеджеров в театре Вахтангова и услышав ваш проект, поняли, что вот скорее за этим будущее, что время цифровизации и время современно, оно требует каких-то новых, иных подходов, так скажем. Частично мы сами все в этом процессе, конечно, участвуем, что-то вносим, что-то у нас есть свое, но очень интересно было бы услышать о вашем проекте, и я знаю, что очень много театров уже подключилось к нему. И для гостей Максим Шумунцов, сооснователь продюсерской компании «Команда +1», если я верно говорю. Дальше более подробно вы скажете. И вот мы сегодня поговорили, я думаю, коллеги, наверное, мы поступим так, с таким регламентом. Сначала мы предоставим слово Максиму, послушаем, что он скажет, а так далее, если вы позволите, может быть, будут вопросы от пришедших, и вы бы могли бы нам ответить на какие-то вопросы, потому что, конечно, нам очень важен и интересен ваш громадный опыт, который у вас есть, и, может быть, мы для себя еще откроем что-то еще, основной миссии, которой мы здесь сегодня собрались. Поэтому давайте начинать, если никто не против, как говорят, на свадьбах обычно, но мы не на свадьбе, но тем не менее. Если нет возражающих, давайте приступим. Максим, вам слово. Отлично. Спасибо большое. Всем добрый день. Я безумно счастлив находиться сегодня здесь, в Уфе. Насколько счастлив, я вам скажу тем, что мало когда ты просыпаешься в 5 утра и мчишь через полгорода в аэропорт, потом из аэропорта, и ты все время доволен, и ты все время в предвкушении. Вот. Но, во-первых, я в Уфе не первый раз, а в 4-й. Можно сказать, не знаю, насколько для культуры, но кое-что я один раз для Уфы делал. Это было в 2008 году, если я не ошибаюсь, когда Салават Юлаев стал в последний раз последним чемпионом России по хоккею. До того, как Лига КХЛ появилась, вот это было последнее чемпионство. И я был в оргкомитете тех, кто проводил тогда эти масштабные праздники. Приезжал Киркоров, Ума Турман, Звери, Валерия. И все было круто, кроме того, что, находясь в Уфе, я не успел увидеть ничего. Потому что мы были круглые сутки заняты, и я так очень расстроился, думаю, ну как же так? Вот только помню, вот как ехал, холмистость с моста, вот, который ты видишь, город на холме, больше ничего. Второй раз я уже приехал выступать, это было здесь недалеко в Хилтоне, с лекцией по маркетингу в сфере культуры.
прямо напротив, с видом на памятник Салавату Юлаев. Я очень радовался, но времени посмотреть опять ничего не было. Вот, приезжал в третий раз уже без какой-либо цели, так, ну, с целью вообще посетить футбольный матч, и поболеть за противоположную команду, которая благополучно проиграла, подарив радость местным жителям, уфимцам. Было очень интересно, узнал, как далеко находится стадион, это тоже было интересно, сходил на экскурсию, много всего узнал. И теперь я наконец приехал, во-первых, и поучаствовать в культурном форуме, спасибо большое, что пригласили, а во-вторых, ну, хоть нормально посмотреть город, потому что я на завтра запланировал просто очень много активностей. Сюда прибежал к вам из музея археологии и этнографии, где выставлено золото Сарматов коллекция, и это просто шок. Эти прекрасные золотые олени с вот такими выдающимися ушами просто будут сидеть во мне очень долго. Поэтому, правда, очень счастлив. Спасибо вам большое, что пригласили, спасибо вам большое, что пришли. Будем постепенно начинать. Для тех, с кем мы не знакомы, давайте я представлюсь, расскажу немножко про себя и свои компетенции. По образованию, у меня самое глупое образование в мире, потому что по образованию я пиарщик. То есть, прямо вот, у меня в дипломе специалист по рекламе, специализации пиара. Более странного выбора сейчас мне сложно представить, но тогда я был юн, молод, и мне казалось, что меня чему-то могут научить. Вот. Но проблема была в том, что научить можно только если ты в этом работаешь. Я работал, а моих преподавателей нет. Поэтому я им объяснял, как, что устроено. Они говорили: спасибо, больше не ходи к нам на пары, приходи в конце, мы тебе поставим оценку. Все, главное, не портить занятия своим присутствием. Я сказал: хорошо. В 2012 году я основал свое пиар-агентство «Команда +1», и мы начали работать с театрами. Тогда у нас был первый театр, это театр Маяковского, у них было 90-летие, мы работали по информационной кампании, чтобы как можно больше людей в городе узнало вообще про юбилей театра, про театр и прочее, расширить театральную аудиторию. Когда у нас были золотые времена, потому что министром культуры в Москве был Капков, развивался парк Горького, куча назначений очень интересных, многие до сих пор работают, но многие уже поменялись. Тем не менее, это было очень яркое время в плане культуры, абсолютно такое развитие, еще такой закат эпохи хипстеров, немножко там было когда афиша, Village впервые написали, издание Village впервые написало о театре именно в наш момент работы с театром Маяковского. Это была первая публикация, хотя до этого есть публичная цитата их основателя, который сказал: мы не будем писать о театре, потому что это не модно. И во многом я понимаю сейчас его, тогда я очень обижался, а сейчас мне понятно, что понятие модности, оно, конечно, относительное, но понятие массовости и понятие определенного отношения, это очень важно. Например, в Москве в то время ходили в театр 3% людей, потом аудитория расширилась до 4%. Это включая всех, хотя бы раз в год, хотя бы с детьми, то есть вообще. Например, сериалы и кино смотрят 96% людей. Вот статистика. Это не то, чтобы 4, в которых ходят в театр, не смотрят, просто случайное совпадение цифр. Вот. Потом у нас жизнь повела по работе с различными театрами и фестивалями. Мы открывали Гоголь-центр вместе с Кириллом Серебренником, прям вместе все это проходили в качестве пресс-службы официальной. Мы работали с Дианой Вишневой по ее фестивалю «Контекст», по их перезагрузке, с многими театрами, с театром Таганки, театром Фоменко, театром нации, многими фестивалями. И вообще больше 200 проектов сделали, и даже до сих пор продолжаем. То есть у нас вот БДТ в прошлом году, перезапуск спектакля Андрея Макучева «Что делать?», мы занимались пиар-компанией, потом сейчас фестиваль Горький в парке Горького делали, очень смешно, Горький в парке Горького, но я над идеей, мне показалось, она немножко такой забавной, ну что ли, наивной, зачем это делать, а оказалось, что действительно есть люди, которые не связывали название парка с тем, что это писатель. То есть у них вот так бывает. Так было, и многие обратили внимание, что вообще-то он существует, кроме как в школьной программе, его вообще можно взять и почитать. Поэтому цель была во многом достигнута. И с фестивалем, большим детским фестивалем, который делает Сергей Безруков со своей командой, мы работаем 2 года подряд. Я думаю, что многие из вас наверняка принимали участие за 5 лет, может быть, хоть раз, может быть, в какой-то степени. И про него знаю. Вот. Попутно вместе с пиар-агентством еще дольше я занимаюсь разработкой. Вместе с партнером мы основали компанию по разработке сайтов. И жили себе тихо и спокойно, никого не трогали, делая по 3-4 сайта в год.
У нас, например, сайт Царицына нынешний сделан нами, сайт Музея Москвы, ну и сайт театра Вахтангова, безусловно, и можно еще какие-то найти. И вот когда у нас дружба, у нас сначала работа связалась с Кириллом Игоревичем Кроком, директором театра Вахтангова, я еще не знал, что вся моя жизнь пойдет, может быть, не под откос, но, по крайней мере, в какую-то другую сторону, потому что в которую он меня и уволок. Получилось так. Сначала мы занимались тем, что мы привели в порядок соцсети, СММ, после этого вводили блогеров, а потом, мне кажется, он просто стал что-нибудь придумывать, какие-нибудь проекты, чтобы просто мы работали и коммуницировали. Но если кто-то знает из вас его лично, то знает, что это человек неуемной энергии, совершенно невероятно впадающий в определенный раж, особенно если вы попадете на его личную персональную экскурсию по театру, вот когда он заводит людей наверх, где видны, как это называется, подвесы, да, получается, вот эта часть, и там вентиляция, там прочее, глаза его начинают блестеть. Сейчас, колосники, точно, вот. Ну, немножко внешний театральный человек, поэтому я так точно не помню, да, на колосники. Глаза начинают блестеть, и связь с реальностью теряется, то есть он явно находится здесь, не здесь. И я каждый раз думаю, как хорошо, как нам всем с вами повезло, что он занимается культурой и театром. Потому что если бы в его голове были не очень хорошие идеи или какая-нибудь идеология, то это могла быть секта или что-нибудь еще, потому что это абсолютная одержимость. Но, с другой стороны, ведь это же прекрасно, когда мы делаем свое дело с такой энергией. Потому что это всегда будет иметь отдачу, это всегда будет иметь последователей и много всего еще. И вот, в 2020 году у театра Вахтангова был столетний юбилей. Праздновали. К нему мы создавали новый сайт, как раз театром. Написали порядка 40 тысяч строчек кода. Это очень много для сайта, просто такого сложного никогда не делали, потому что задача была не просто сделать сайт, чтобы продавать билеты, а уместить всю столетнюю историю вот, с библиотеками, книжками, историями, костюмами, вообще всем, чем только можно, в один сайт. Но мы это справились. Во многом пандемийный год нам в этом помог, потому что, сидя дома, было очень удобно работать над таким продуктом, который не требовал много встреч, мы встречались по видеосвязи, и было все хорошо. И когда закончили, Кирилл Игоревич подошел ко мне и сказал: слушай, а мы можем вот такую штуку сделать, систему, которая бы вот позволяла наши некоторые процессы оцифровать. А то, говорит, ну вот как-то мы такой большой театр, уже столетняя история. Вообще на дворе уже 21 век, уже даже не в начале, потому что это нормально переходит в свою вторую треть уже скоро. Мы стремительно движемся во времени, а мы все делаем как 50 лет назад. На бумажках мы ввели расписание и, значит, все задачи, так у нас и происходит. Можем это как-то сделать? Это 7 сцен там стало и прочее. Я говорю, можем, но это процесс долгий, это процесс дорогой, и не знаю, куда мы придем. Вот. Но опять надо его знать, чтобы понимать, что он сказал, меня ничего из этого не смущает, давай делать. И мы отправились это был октябрь 2020 года, вот в тот момент мы отправились в невероятное путешествие, потому что это вот похоже на сказку, когда иди туда, принеси то, не знаю что. Уравнение со всеми неизвестно. При этом надо было как-то это оцифровать, обозначить сроки и договориться, потому что для Кирилла Игоревича помимо результата существует еще одна вещь, это дедлайн. Вот. И в его случае я бы не стал рисковать, потому что, возможно, это буквально дедлайн. Это будет последнее, что ты сделаешь, если ты не... Еще, потому что те, кто слышал его эмоции, говорят, что лучше на это не попадать. Вот. Я старался не попадать. В итоге 6 сентября 2022 года, то есть прошлого, на сборе труп, посвященном открытию 102-го театрального сезона, мы представили программу под названием «Вахтангов Management System», созданную специально для театра Вахтангова. Она решала ряд основных функций, я вам расскажу потом про них, это пока все еще часть предисловия. И всех артистов, всех сотрудников, которые вышли из отпуска, вместо привычных бумажек и бумажного расписания на 7-м служебном подъезде встречали экраны, такие же, как видите сейчас, только с ежедневным расписанием, похожим на то, как это в аэропорту бывает, когда он сменяется, знаете, такое. Может быть, кто-то из вас был за это время, видел их вживую. Здорово, если нет, то думаю, что скоро вы увидите много по всей стране, потому что как минимум, знаю, о 5 театрах, у кого сейчас тоже уже экраны.
И после этого мы начали постепенно, то, что у нас была договоренность с Кириллом Игоревичем, что мы предложим эту систему и другим театрам. Естественно, мы разработали на основе той системы новую, потому что та была конкретно создана под театр Вахтангова, а он все же уникальный. То есть 7 сцен, 7 сценических площадок, плюс гастроли, это 1000 спектаклей в год, он драматический театр, очень много своих спецификаций, поэтому мы сделали новую систему на ее основе, гораздо более гибкую, которая подходит для большего числа коллективов. Но перед тем, как я уже перейду к тому, чтобы показать функции и рассказать, еще хочу сказать несколько очень важных слов. Где-то лет 40 назад, даже, может быть, 50, когда люди покоряли активно космос, когда технологии вообще казалось, что просто невероятным образом меняют мир, и, в общем, наша с вами жизнь пришлась тоже на это время, и мы видели появление многих удивительных вещей и технических новинок в нашей жизни, которые изменили ее, да, полностью, там, от телефона, который есть в кармане, там, электронной почты и многих возможностей. Одна банковская система, вот, всего за 15 лет пережившая такую трансформацию, просто чего стоит. Но люди думали, что в то время, что будущее, оно будет таким. Идут технологии, и они спасут людей от такого количества работы. Работы станет меньше, люди будут работать по 4 часа в день, что часть вещей мы переложим на технологии, они нам будут помогать, а вот мы будем жить более счастливо. Что произошло в реальности? Технологии шли и развивались, но мы стали работать больше. Мы стали, телефон, который сократил время общения, там, и связи, превратился в то, чтобы быть не на связи, стало дурным тоном, простите, в любое время. То есть там, ты не ответил вечером, это уже все, что случится, может что угодно, и многие требуют там, быть всегда на связи. Электронная почта стала требовать тоже какого-то невероятно быстрого ответа, хотя, ну, что случится? Большинство дедлайнов вообще вымышленные. То есть мы в них просто верим, на самом деле ничего не происходит. И мне кажется, что очень вот этот большой перегруз работы, он особенно характерен для не для всех сфер, но для многих, и для сферы культуры в том числе. Потому что, пообщавшись с большим количеством решуправлений и представителей там, заведующих труппами в разных театрах, я понял, что эти люди просто развивают в себе сверхспособности. Вот знаете, когда шоу тибетских монахов или что-то такое, вот можно представить, когда на кончиках пальцев там стоят, забегают на стену, вот прямо при тебе это видишь, что делают люди, в принципе, можно выстраивать шоу выездные решуправления завтрупы. Потому что количество информации, которое эти люди умеют держать в голове, это просто фантастика. А артист отпросился, у него больничный, но в это время ему поступило еще 3 звонка, или ей, этому человеку, да, поступило еще 3 звонка, кто-то зашел в кабинет, отвлек, и это все надо записать, не забыть и сделать и в один момент. И где все это хранится в голове? Чуть-чуть на бумагах. Я видел папки, которые разложены, но это тоже ужасающе. Я смотрю, многие закивали, то есть узнаваемая ситуация. Абсолютно с вами согласен, потому что на самом деле это невероятно, и способности эти, правда, это сверхспособности, но вот стоит ли именно их развивать, или есть вещи более важные, не знаю. Мне кажется, что в идеале все-таки технологии должны нас спасать и помогать. То есть, помните, не так давно, может быть, пару лет назад, если не буду маркетинг, а может и 10 лет назад, уже время так быстро летит, моргнешь, 3 месяца прошло, Цукерберг представил концепцию метавселенной, рассказав, как изменится там весь мир. Не знаю, как у вас, я при определенной романтизации этой идеи, подумал, блин, да ну нафиг, ну серьезно. То есть это же немножко такая профанация. В том плане, что будет ли это? Скорее всего, да. То есть, скорее всего, что люди будут жить в неком цифровом мире, из которого выходить в реальность, наверное, произойдет. Но то, как представил этот Цукерберг, что это будет вот-вот, это точно нет. И я думаю, что не факт, что мы с вами это заставим. То есть, я думаю, 20-30 лет, это, точно, это еще будет происходить, это как минимум. А одной из главных смен, мне кажется, все-таки должно быть именно в том, что симбиоз человека и технологий, он должен случиться нормальным образом. Мы их используем для того, чтобы сокращать наше время, а не создавать новую нагрузку.
Теперь возвращаюсь к нашей системе. Собственно, вот осенью прошлого года мы активно разрабатывали то, что назвали Темза. Самый частый вопрос, который возникает обычно, когда мы знакомимся с этим, почему Темза. Ассоциации с рекой здесь никакой нет. Здесь у нас была аббревиатура. Внутренняя театральная менеджерская система. И мы не знали вообще, как это называется, просто в какой-то момент название понадобилось срочно, мы взяли, сократили до букв, у нас получилось примерно Темза, примерно. Река пишется вообще там иначе, она мужского рода в английском языке, поэтому она нам мало подходит. И осень была посвящена разработке, а вот в декабре мы представили программу уже вместе с Кириллом Игоревичем на культурном вахтанговском форуме театральных менеджеров и постепенно начали работать с другими театрами. Вот к концу декабря у нас было 10 театров, на момент начала марта 30, сейчас, вот я считал, по-моему, 33 такое число из русских былин. Очень такое яркое. С нами работают сегодня театр Вахтангова, МХТ Чехова, театр нации, Сатирикон, театр Пушкина, театр Образцова, губернский театр. Это только по Москве, я точно даже не всех вспомнил. В Питере театр Мастерская, театр Ленсовета, театр на... Ой, нет, Ленсовет в Руане, только начинает. Театр на Литейном, театр эстрады Райкина, молодежный театр на Фонтанке. С нами работает театр город Пермь, театр Глобус Новосибирск, Тюменское ДКТО, вот, подключились не так давно. Есть у нас театр в Махачкале, совершенно прекрасно, один из первых подключился. Театр в Архангельске, театр в Калининграде, театр в Абакане. Это я такой примерно география. Очень широкая. И постоянно что-то новое сейчас происходит. Значит, что мы хотим вообще привнести в эту систему? Во-первых, снять эту нечеловеческую нагрузку и уменьшить количество лишней коммуникации. Я не знаю, как у вас, у меня лично, вот, когда приходит сообщение в WhatsApp, вот само по себе, вот оно приходит, первая реакция, я не знаю вообще от кого. Что есть в WhatsApp? Домовой чат, родительский чат, переписка с семьей, рабочих 100 чатов, 150 примерно, и какой-то спам еще, который может быть, друзья и прочее. То есть все это в одном месте и немножко похоже на такую как бы помойку. Потому что если бы мы пользовались какой-то системной каталогизацией, да, то было бы легче определять, откуда пришло сообщение. А так нет, вот оно приходит в WhatsApp. И количество, вот особенно этих чатов, которые стало вообще нормой, когда создается новый проект, что-нибудь, давайте соберем еще один чат, это уже просто как само по себе превращается в некий мем. И мы, люди, связанные с разработкой, такие бережливые к времени и к общению, подумали, а было бы классно, чтобы можно было вот эти дистанции сократить. Теперь расскажу уже, собственно, про основные функции. Первое, что система у нас делает, это электронное расписание. Наверху вы видите перечисленные сценические площадки, вот здесь по горизонтали. Их может быть любое количество, они настраиваются под каждый театр индивидуально. Здесь у нас на примере большая сцена, малая сцена, греческий зал, гастроли, выезды. Максимальное количество площадок, насколько я помню, 12 у клиентов, минимально 2. Плюс колонка гастроли, выезда, наверное, 3. Минимально это Винком. Ой, Винком еще не назвал, это тоже с нами работает. Значит, что у нас здесь есть? Мы заводим сюда расписание. Завтрук или решуправлением могут это делать здесь, по всем сценам, все спектакли и прочее. Занимает это очень мало времени, потому что нам достаточно нажать плюсик, у нас появляется возможность, то есть уже сразу на эту сцену поставить, выбрать спектакль из нашего репертуара. Мы его выбираем, нам подгружается состав, нам подгружается статистика автоматическая, и нам достаточно только вот поставить несколько галочек для того, чтобы это стало доступно всем. Потому что если эти галочки не нажать, это работает как черновик. То есть пока решуправление планирует репертуар, никто, ни сотрудники, ни артисты этого не видят. Вообще, сама по себе система, она призвана очень многие процессы оптимизировать, и главной ее задачей будет связывать в единое пространство всех людей, кто работает в театре. То есть у нас ей пользуются прежде всего главные люди, кто занимается
занимаются? Речь-управление завтрупы, кто ведет репертуар, руководство театра, потому что оно может получать мгновенную статистику, доступ к любой информации, ХПЧ и сотрудники цехов, потому что им можно ставить задачи и прописывать все, что мы от них хотим. Я сейчас покажу чуть позже. Те, кто занимаются статистикой, ну, как правило, это то же самое речь-управление и завтрупы, они могут просто перестать это делать, потому что теперь это делается автоматически. И что, но система умеет хорошо считать. Компьютер вообще хорошо считает, лучше, чем люди, быстрее, можно на это не тратить время, и в случае отмены замены мгновенно пересчитывать. И статистику по артистам. То есть мы можем, если у вас бальная система подсчета, то она мгновенно будет генерировать, сколько баллов за определенный период времени артист должен получить. При этом, что самое интересное, вот мы ставим галочки, мы нажимаем согласованно, мы выбираем тот состав, который у нас будет играть. И, допустим, ну, пусть у нас здесь не будет скоров, на спектакле, согласованно добавляем. Как только мы это сделали, всем участникам приходит уведомление на телефон. То есть система на компьютере, в принципе, можно вообще не пользоваться, но если компьютер есть на рабочем месте и он открыт, конечно, это довольно удобно, потому что такая широта экрана, даже вот какого-то ноутбука, позволяет больше вмещать информацию. Но для артистов и сотрудников мы вообще это не предусматриваем. То есть для них есть приложение в телефоне, на айфоне, на андроиде, на любом устройстве, на планшете, пожалуйста, и с него можно зайти и увидеть свое расписание. Что удивительно, то есть для меня было очевидным, что артисты молодого поколения и среднего поколения к этому отнесутся очень легко и первыми будут пользоваться. Что стало удивлением, так это то, что первыми привыкли и больше всех прониклись артисты старшего поколения. Возможно, дисциплина, возможно, некая логика, что вот у меня есть теперь приложение, здесь работа, я зашел и посмотрел, где мне надо быть и во сколько. Вообще для артистов оно идеально удобно, это самая довольная публика из тех, кто у нас пользуется. У нас сейчас, вот, как я сказал, 33 театра, а в количестве людей порядка 2000 человек, которые пользуются прямо системой, вот уже зарегистрированы и пользуются. 5500 человек внесено в базу. То есть вот процент примерно там постоянно сближается, одно к другому движется, добавляется по 200, по 300 человек сейчас в неделю зарегистрированных пользователей. Артистам почему еще очень удобно? Потому что у него очень простая логика, быть или не быть. То есть он смотрит в разрезе, где ему и во сколько надо находиться. Ему не нужно думать о том, что-то надо сделать, там еще, смотрит, надо, не надо, все. Да, нет, очень просто. И очень удобно, потому что, опять-таки, можно другие мессенджеры оставить в покое. С точки зрения завтрупы, представьте себе, когда, вот я вам сейчас реальный случай, не буду называть театр, но 80 человек в труппе, и в случае какого-то изменения каких-то сообщений надо обзвонить всех участников спектакля. То есть это спектакль, хорошо, у тебя за 10, 20, иногда 30 человек, и тебе нужно это все обзвонить. А если это случилось вечером? А если у тебя были на это время планы? А если ты хотел поужинать, а ты такой сидишь и начинаешь обзвонить. При этом, как мы с вами знаем, ты никогда не дозваниваешься до всех с первого раза. Это еще требует какого-то там подтверждения. Можно написать в чат, потом надо проверять, там, что было. У нас это предусматривается одной кнопкой, что если ты меняешь время, ты нажимаешь ОК, сохранить, и все, ты больше об этом не думаешь. Потому что оно точно дойдет уведомление, будет спокойно. Хорошо, предположим, что остается 5 артистов на весь театр, кто в силу возраста, еще каких-нибудь убеждений говорят, что не пользуются там смартфонами, допустим, у них кнопочный телефон, там прочее, тогда остается обзвонить только 5, это уже не 30 или 30. В принципе, мы ставим с целью, чтобы это пользовалось 9 из 10 человек в театре. В дальнейшем, конечно, мы придем к абсолюту. То есть я думаю, что когда Тимур представлял меня, он говорил, что зайти в будущее, я думаю, что это то будущее, которое уже сегодня наступает. То есть это уже настолько осталось недалеко, и у нас была дискуссия как раз с Кириллом Ильичем, потому что он считал, что другим театрам это не нужно, эта система. Он говорил, у нас 500 человек, у нас столько событий, нам понятно, это надо. Может быть, 2-3 в стране есть. Но вот то, что сейчас больше 30, и мы не то, что очень много для этого всего делаем. Это со многими пообщались, кто-то услышали, говорит, подходит, говорит, нам надо это, решать проблемы, это экономит много времени. Ну, там, про бумагу я вообще молчу, но про время это абсолютно
абсолютно точно. Это было нашей целью. Вот. С артистами более-менее понятно, с расписанием. Что с ним еще интересного происходит? Во-первых, горизонт планирования у нас любой. У нас занесено 100 лет вперед и 100 лет назад. Можем даже расширить, потому что недавно у одного из наших клиентов 260 какого-то сезона, это Рязанский театр драмы. И если вы хотите свою историю восстановить и вспомнить, что играли, в принципе, можно ее будет сюда завести. Не сомневаюсь, что мы до этого дойдем. Хотя было бы очень круто, потому что чем больше данных, тем интереснее, конечно, работать. Второй момент, помимо горизонта планирования, это возможность смотреть на расписание с разных углов. Потому что с точки зрения управления руководством, ну вот наше планирование, оно может идти на 3-6 месяцев вперед. Музыкальных театров на полгода, как правило, все известно. Драматические в основном знают на будущее только про гастроли, ну там на далекое будущее, когда запланировано, а ближайший репертуар от 1,5 до 3 месяцев он виден. Есть такая модель для того, чтобы на это смотреть, это я его называю птичий полет, то есть вот, мы смотрим на месяц. Можно смотреть на события в разрезе недели. Здесь выглядит немножко все по-другому. Здесь есть возможность большего количества помещений, можно добавлять служебные, в том числе пространство для совещаний, для каких-то там совсем маленьких залов, которые, может, и не требуют общей колонки, или проходят, там, не знаю, уроки вокала. То есть во многих театрах цифровые кабинеты называется пространство. Вот, пожалуйста, можно добавлять его сюда. И здесь можно смотреть в режиме контроля. То есть вот мы можем включить подробно, и у нас появляется помимо названий вот там такие домики, это цеха, это задача цехам, что кому нужно сделать. Отметка одного цеха означает, что он просто нужен, и мы никаких дополнительных задач мы не ставим. То есть это получит начальник цеха, его задача обеспечить присутствие одного из своих сотрудников или его самого на этом мероприятии, репетиции, в другом событии или спектакле. На спектакле мы... Да, пожалуйста, Максим Сергеевич, можно поближе к я не против, если помогут коллеги, да, потому что у нас, я так понимаю, размер... Да, провода позволяют. А вы можете еще поближе немножко сесть. Я думаю, вам тоже будет удобнее. Сюда чуть-чуть подвинуться, тоже, чтобы... Но мы к концу можем просто начать передавать экран по рукам ближе к 5-6 ряду. Шучу. На самом деле, да, кому как видно, если что, садитесь, пожалуйста, поближе. Потому что на самом деле экран прекрасно все показывает. А? Мне кажется, вас не видно, если честно. Да, это не так интересно. Все же насмотрелись. Еще будет возможность потом пообщаться. Вот. Сейчас лучше стало, да? Видно. Хорошо. Вот еще раз. Домики, да, это название цеха. На спектаклях, да, вот они просто отмечены. Спектакль у нас синим, вот, и здесь нет никаких комментариев. Мы обычно рекомендуем не прописывать ничего, потому что выпущенный спектакль, это означает, что все службы и так знают, что им делать. Уже прошли весь этап, то есть не надо объяснять, что нужно от гримеров, что от монтировщиков. Каждый цех прекрасно знает, что от них требуется. Здесь задача, когда мы ставим этот тег, только одна. Когда эта часть, это событие становится открытым, то есть попадает в общее расписание, начальнику цеха приходит уведомление такого-то числа работы. И его задача пройтись по расписанию, назначить себя или сотрудников, где кто будет выполнять. С общим расписанием понятно, которое происходит со спектаклями, потом происходит планирование репетиций и другого процесса. И в этом случае как раз очень часто нужны комментарии, потому что если мы знаем спектакль, ну вот скажем, он идет 1:40, ну да, он может в один день быть 1:35, другой 1:50, но, как правило, он не превратится в 3-часовой, ну если в нормальном как бы, случае ничего не случилось, то все будет по плану. В этом нет необходимости. Репетиция – это очень динамичная вообще история, потому что все что угодно. Она может быть часовой, может быть 20-минутной, она может длиться целый день, она может быть требовать участия всех цехов, а может проходить только ограниченным составом. Сцены могут делиться между артистами.
проще. Поэтому в репетициях мы предусматриваем огромное количество комментариев в качестве возможности. Если что-то нужно сказать, прописывается здесь. Как это выглядит? Ну, давайте сначала вот здесь посмотрим. Вот событие. Репетиция спектакля «Резня», значит, который у нас идет на малой сцене. Это мой вымышленный театр, я на всякий случай поясню, просто чтобы не думали, что чьи-то тайны мне сегодня рассказывают. Нет, вымышленный, поэтому артисты вымышленные, спектакли вымышленные, и все, что происходит, происходит в голове у меня. Поэтому добро пожаловать. Вот, репетиция спектакля «Резня». В комментарии в основном мы прописываем прогон основных сцен, условно. Это может быть прогон первого акта, прогон там чего-то еще. Вот, я не знаю, как происходит, поэтому написал, как представил. Нам нужны для этого события 3 цеха. Звуковой цех, монтировщики и костюмеры. И вот как мы написали задачу, что от звуковиков нам нужен ноутбук, от монтировщиков выгородка, костюмеры, чтобы знали, чтобы не готовили все, репетиционные костюмы. Все, более-менее все понятно, то, что мы хотели им сказать. Публикуем, приходит уведомление, и они понимают, что от них нужно. То есть, на самом деле, огромную часть коммуникации можно убирать в 2-3 слова. Мы его протестировав, а мы запустили все-таки прототип Вахтангова, это был октябрь 2021 года, по-моему, да. Мы запустили прототип, а с марта уже они работали, с марта 22 они работали прямо в управлении, уже много людей. Мы проверили, что действительно этого достаточно. То есть этого абсолютно хватает, нескольких слов, чтобы передать суть. Вот. Но если есть желание, можно писать и большие тексты, в этом нет проблем. Вот. Например, здесь интервью, запланировано интервью, как другое событие. Да, маркетинг, пиар сюда тоже можно интегрировать. Вообще любые службы. У нас есть театры, которые прописывают все. Вот, монтаж, демонтаж, приезд, декорации, работу водителей, уборку, различные события, там, аренды, фестивали, все что угодно. То есть никаких ограничений здесь нет. Интервью, предположим, ну, вот я представил, что с Познером, Познер приходит в театр записать интервью зачем-то, не к нему, ну бог с ним, ну, видимо, ради артиста, хорошо. И мы просим хоть часть подготовить пространство к началу съемки. То есть вот, пишем, все, их задача понятна. К этому времени все должно быть готово. Вот, что еще здесь и есть интересно? Ну, то есть, вот мы можем, да, соответственно, в парадигме там, недели это смотреть. Понедельник у нас обычно выходной день, давайте мы с вами. Вот он и есть здесь выходной день. Просто неделя не отображается. В расписании дня. Это 3-й вариант, когда мы можем смотреть. Оно у нас есть 2 видов. То есть группировка по сценам и по пространству мы можем его таким образом смотреть, где у нас что происходит. А можем просто по хронологии смотреть с утра до вечера все события, которые у нас за сегодня есть. Та самая репетиция, вот, например, да, со звуком и монтировщиками. Монтировщики выгородка, звукозапись ноутбук. Видите, здесь есть 2 типа человечков, таких красного цвета и зеленого. Это работает как светофор, как пешеходный светофор. Мы поставили цеху задачу опубликовать. Если человечки красные, это значит, что начальник цеха никого не назначил. Фактически означает, что задача не принята. И можно ему об этом напомнить или еще как-нибудь на него воздействовать. Если мы видим, что человечки зеленые, это значит, что внутри, то есть он мало того, что задачу получил, он определил, кто будет работать. И мы с вами видим конкретного человека, который назначен на это событие. А у монтировщиков вот в данном случае видим, что нет назначенного. Тем самым это позволяет большему контролю, больше прозрачности видеть все процессы, которые идут в театре. Скажу честно, вот я вам сказал, что про артистов у нас самая прекрасная статистика радостных и счастливых людей, потому что от них мы только слышал в основном позитив, я еще ни разу пока не слышал, что артисты были недовольны, то самое большое сопротивление, притом неважно, где находится театр, вообще по всей стране, мы получаем со стороны ХПЧ, а именно со стороны начальников цехов. Вот руководители цехов – это пока наша самая больная такая часть. Есть многие, кто вообще активно и легко пользуются, потому что, видимо, они не читали какую-то книгу, которую читали все руководители цехов, которые говорят, что надо себя вести просто вот определенным образом, противоречащим любой логике.
Я не смог докопаться, честно, до всех причин, почему, но одна из них, как мне сказали люди, работающие сами в среде ХПЧ, нежелание прозрачности. То есть именно то, что мы как ценность открыто декларируем, мы говорим, что это приведет к прозрачности, к тому, чтобы было удобно все смотреть, оказывается, что не все этого хотят. Для меня это было совершенно неожиданно. Но один человек, тоже один глава ХПЧ, объяснил, что, ты понимаешь, когда на бумаге написано, что у тебя 8 монтировщиков работают ночью, то не важно, что по факту их было 3. А вот в системе еще и с фамилиями, то есть у тебя немножко по-другому. Хотя, на мой взгляд, мало чем отличается на бумаге, потому что если ты не посмотрел, сколько их там работало, может, ты и не увидишь. Но, с другой стороны, может быть больше вопросов. И самое главное, что потенциально это идет просчет этой самой занятости. И действительно руководство имеет возможность видеть, кто работает лучше, кто работает хуже. С моей точки зрения, это только плюс. Но, не знаю, вот люди сопротивляются. Бывает вплоть до такого, что некоторые театры стали пользование системой вносить в трудовые договоры. И вы просто в обязательный вообще порядок. Мы пользуемся, это не обсуждается. Расскажу вам смешную историю, не буду называть театр, из-за трансляции. Понятно, что мы все свои, как бы рассказал вам. Ну, потом, когда трансляция закончится, я нашепчу. Значит, была история. Мы с ними работали, это был самый первый театр, который к нам подключился. Они сделали это еще в сентябре. Чтобы вы понимали, на тот момент, то есть вахтанговская система работает, а у нас нет ничего. Ну, не то, что ничего, в нашу систему можно войти. Вот просто вход осуществить, ввести логин, пароль, все. Сделать там ничего нельзя. Они уже подписали с нами договор. Это было совершенно потрясающе. Первые такие инициативные. Притом привел к нам сам Кирилл Игоревич, который до этого мне не разрешал общаться с другими театрами на эту тему, пока не будет презентации. А я говорю, а как же? Вы же сказали, нельзя. А он говорит, сделай только, пожалуйста, так, чтобы мне они больше не звонили. Потому что они узнали про систему и теперь хотят, значит, такую же. И вот в декабре месяце у нас совещание с начальниками цехов, которые как раз должны уже подключиться. И вот надо им, моя задача им презентовать и показать, как работать. А у них, чтобы вы понимали, ну вот вообще предельно простой функционал. Ты просто открываешь мероприятие, допустим, так, у тебя вот написано «нет назначен», и тебе надо сделать просто раз, два, выбрать, кто работает, сохранить и все. Там даже вот это не надо сохранить, там уже автоматически с их аккаунта все, и он назначен. Все, больше ничего не надо делать. Просто выбирать тех, кто работает на конкретных событиях. Я прихожу их обучать, замдиректора театра говорит, Максим, извини, все собрались, но можно я сейчас на минутку, значит, там маленькое вступление расскажу. Я говорю, да, конечно. И она говорит, знаете, дорогие коллеги, я знаю, что многие из вас сопротивляются системе, многие не хотят пользоваться, но вот в прошлом месяце у нас был добровольный, это как бы пока все привыкали, это нормально, а вот или этот был, да, а с января это обязательно. И я вам вот хочу сразу сказать, что кто пользоваться не будет, вот знаете, значит у нас будут новые начальники цехов. Я говорю, ну, Максим начальник. Вот. И на такой волне прям ноте позитива я такой, здравствуйте. Ну, будем работать, да, то есть выбора нет. Но на самом деле сейчас я прихожу к пониманию, что это, безусловно, очень эффективный способ. Потому что если они не понимают ценности сейчас сами, и они тормозят общий переход в это будущее, это удобство, то, ну, возможно, да, надо их простимулировать. Ведь, в общем, для этого же были сделаны, созданы какие-то приказы, которые можно, да, правила, дисциплины и прочее. То есть иначе, наверное, это не работало. Вот, такая вот была забавная история. Значит, с цехами понятно, с днем, что у нас еще есть по дню. У нас есть возможность, ну, вот такой группировки, то есть посмотреть, что происходит, и, соответственно, любое событие можно добавить, когда мы понимаем, что это занято, что это не занято. Площадки переносятся название площадки вот сюда, вот вправо. Тем не менее, любую функцию, любое расписание можно распечатать. Мы сделали такой функционал. Для того, во-первых, какие-то бумаги все равно надо класть в отчетные документы, и его можно скопировать. Во-вторых, на случай людей, кто не хочет пользоваться по тем или иным причинам, или не будет в привычном виде, пожалуйста, ничто не мешает. Тот же самый театр Вахтангова, например, который был нашим первым таким мастер-клиентом, экраны висели с 6 сентября, то есть со сбора труппы,
а отказ от распечаток произошел с декабря. То есть вот прям полностью сказали, больше мы не печатаем расписание. До этого они печатали уже из системы. То есть, а потом они решили просто не печатать. В ближайшее вот время Антон Прохоров, заместитель Кирилла Игоревича, должен мне сказать, сколько листов бумаги на самом деле экономится на этом. Интересно, не знаю, очень хочу узнать. Думаю, что много, потому что там разрешилась она по всему, а каждая итерация, то есть каждое изменение требовало еще новой допечатки, перепечатки файла. Что, конечно, мне кажется, тоже не очень эргономично, и, главное, не очень быстро, потому что до людей так тоже не дойдет. Потому что повесили, значит, всем еще надо подойти и посмотреть. Были, кстати, очень смешные истории, потому что когда появились экраны, появлялись люди, которые говорили, что раньше было лучше видно. И вот Антон рассказал мне историю, что я беру лист А4, печатаю это расписание, беру этого человека, веду к экрану, показываю и говорю, вот скажи мне, как ты видишь, что раньше было крупнее? То есть вот в каком масштабе это только может быть. Но это, наверное, какое-то некоторым людям свойственное нежелание двигаться вперед. То есть вот такой, мы привыкли к чему-то, ну вот пусть так и будет. Поэтому сопротивление, оно, безусловно, в людях существует. Вот, двигаемся дальше. То есть печатать можно все, и месяц, и неделю, и день, легко, совершенно без проблем. У каждого события, как я говорил, то есть есть состав, и самая важная вещь – это статистика, но про какую функцию я вам еще не рассказал. Это проверка конфликтов. Вот смотрите, предположим, возьмем спектакль, возьмем 29 число, попробуем сюда поставить спектакль «Гамлет». Первое, что мы видим, что на этой же сцене идет другой спектакль. Ну и ладно со спектаклями, бог с ним, с этим понятно. Посмотрел, скорее всего, не перепутаешь. Но вот с репетициями и занятостью площадок такие случаи бывают гораздо чаще. Свободное ли помещение, до скольки оно свободно? Ленком, который подключился вот только в феврале, вот я к нему заходил на этой неделе недавно, не могу вспомнить, в среду, по-моему, и спрашиваю, Олеж, правильно, ну как у вас вот опыт? Это один раз нас программа уже спасла, потому что мы попытались поставить репетицию, не заметив другую репетицию, и программа показала, то есть конфликт, что эта площадка занята. Опять-таки, это происходит, вы прекрасно понимаете, просто от того объема данных, которые приходится держать в голове. Давайте попытаемся запомнить какое-то там количество цифр. По эксперименту обычно редко бывает, что у людей получается больше 10-12 держать. У кого-то больше 2 не получается. Но, как мы говорили, речь управления — это люди, развивающие сверхспособности, поэтому 12-15 они держать точно могут. Но потом тоже бывают ошибки. Попробуем поставить сюда спектакль «Гамлет». Вот. Что мы видим? Мы видим вот такую вещь, конфликт. Он показывает, что их 5. Видим, что артист 1 находится на съемках с 27 по 29 марта. То есть он у нас отпросил все, мы его в какой-то момент отпустили, то есть согласовав это с директором. И мы не держим больше эту информацию ни в голове, ни в других местах. Она занесена здесь же в систему, и в случае его отсутствия нам показывают. Так сюда заносят декреты, больничный, отпуск. Это не только для артистов, и для сотрудников тоже действует, чтобы мы понимали, на кого мы можем рассчитывать, на кого нет. Артист 2 играет в другом спектакле в это же время, и мы видим, что у нас возникает такой конфликт, что мы этот спектакль сыграть не можем. К тому же это подтверждается еще 2 артистами, один из которых играет другой спектакль в это же время, и второй тоже, ну, еще 3 спектакля. Вот примерно так это происходит. Если же мы возьмем что-нибудь попроще, давайте вот здесь попробуем поставить параллельный спектакль, что-нибудь да найдем, контрабас. Вот, нет конфликтов. Да, отлично. Можно поставить его в параллель. То есть тем самым верстать расписание становится быстрее и легче. При этом еще обратите внимание, что время окончания подтягивается из шаблона. То есть создается шаблон на спектакле, потому что репертуарно они повторяются. Мы знаем, кто там играет, вот, какие цеха на них работают. То есть все это у нас прописано заранее, мы все это понимаем. И вот блок статистики, который учит. Как работает, соответственно, вот эта система, которую я вам показал. У нас есть вот такое меню для управления, сайт-бар панель. Недавно мы сделали функцию, чтобы она могла сворачиваться. Вот я пока не могу нарадоваться, что она вроде мелочь, а на самом деле дико удобно. Переходим в артистов. Выбираем
Достаточно ввести несколько букв, вот мы получаем нужного артиста. У него есть персональный календарь. И здесь мы видим, во-первых, его занятость по театру, а во-вторых, мы можем добавить те самые события. Вот. В данном случае конфликт показал, потому что событие съемки стоит с 27 по 29 марта, то есть его нет в театре. Опять-таки, что интересно, что система ничего не запрещает. То есть она работает по методу предупреждения. Когда мы проектировали, мы долго обсуждали, может быть, делать такой красный цвет, что ну вот нет, значит ты не поставишь. То есть ты можешь просмотреть, но зато точно не будет никакой ошибки. Но жизнь, она гораздо богаче, чем и интереснее, чем любые ограничения и попытки ее систематизировать. Например, в том же самом театре Вахтангова есть спектакли, 2 спектакля на основной и на новой сцене, в которых играет один артист одновременно. То есть он начинает в 7 часов играть спектакль, и в первом акте он выступает на основной сцене, потом он переодевается, и в 7:30 начинается спектакль. На втором он там появляется чуть попозже. Он переходит, переодевается и все. Естественно, система у нас показывает конфликт, что этот артист знает. Но они тоже знают, то есть, что все в порядке, и поэтому разрешают. И поэтому таких пересечений в жизни может быть много, но главная задача, что вы предупреждены. То есть ее задача просто предупредить. Никаких там новых страшных там, механик нет. Она не заменяет человека, то есть она не работает без этого. Это просто инструмент, который помогает это систематизировать. Это тоже очень важно. И, пожалуй, такая последняя важная функция, про которую стоит рассказать, это снова в артистах. Это статистика, та самая. Мы можем считать, как я и говорил, если бальная система, но на самом деле не бальная тоже считается, то есть, потому что есть элементарное количество спектаклей за месяц, количество репетиций за месяц, но мы можем настроить и систему по ролям, роль какого плана, сколько баллов ее оценивать, идут коэффициенты, нужно ли отдельно считать репетицию, кто-то платит за репетицию, кто-то не платит, кто-то у кого-то за гастроли одни коэффициенты, другие. Безумный мир, мы его продолжаем познавать и собирать данные, и этот блок будем совершенствовать, безусловно. Но тем не менее, в базовой версии он работает и для многих театров считает. Считает каким-то таким образом, что помимо того, что вы просто заносите расписание состава, а эта информация автоматически просто выдается, вам уже ничего не надо делать. И есть такая кнопка «Выгрузить статистику», вы нажимаете, получаете excel-овский файл, который можно передать бухгалтерии и сказать, пожалуйста, вот считайте зарплату, теперь сколько кому нужно заплатить. Удобство еще в том, что, опять-таки, то самое, экономия времени. И помните то, с чего я начал, про то, что думали люди 50 лет назад, про то, что техника заменит, но техника часто заставляет работать больше. Вот. Поэтому мы своей целью и ценностью видим именно упразднение и оцифровку тех задач, которые не обязательно делать человеку. То есть планирование репертуара – это очень важно. Там тут много всего. Но держать в голове, у кого отпуск, а кто на больничном, это не важно. Можно на другие вещи потратить это время. Просчитать баллы, то есть, хотя эти данные уже известны, это просто дополнительное время. То есть это можно сделать. И весь наш вектор развития, он как раз идет на то, чтобы в дальнейшем как можно больше таких задач оцифровывать, создавая возможность той самой экономии времени. Мы хотим, чтобы люди работали в итоге меньше. Или занимались более важными вещами, отдавая то, что каждый сам как хочет, но, по крайней мере, не перегружая свою голову. Есть еще, что из такого интересного, важного, раздел «Театр». Он как раз создан для того, чтобы подгонять систему, это коробочное решение. Он ее оптимизирует под нужды каждого театра. Как я вам сказал, у нас минимально 25 человек, максимально 50. У нас есть независимые театры, музыкальные, кукольные, в разных часовых поясах. Часовые пояса тоже настраиваются, это очень важно с точки зрения того, что время будет в любом случае ваше отображаться. Важно, что оно будет ваше отображаться, когда вы на гастролях. А гастроли будут отображаться по тому времени, где вы находитесь. И потому что репетиции там идут в параллели. И
Удобство еще в том, что с точки зрения руководства вы уезжаете, но когда где бы вы ни находились, то есть по каким делам, у вас с собой телефон, и в телефоне весь театр он как на ладони. То есть у вас все в кармане находится, все, может быть, не все процессы, но, по крайней мере, вы видите основное, все, что происходит. Вот. У нас есть сезонность, потому что она статистику помогает считать с привязкой к сезону. Есть возможность, вот категория артистов, могут быть только актеры, есть театры, где вообще нет актеров, то есть там, оркестр, балет, солисты, хор, допустим. Категории ролей, вот минимально у нас 2 категории, максимально 15 на данный момент. Вот есть один театр, где еще больше, но я говорю их поменять систему, потому что когда мы попытались ее оцифровать, мы поняли, что логики в ней нет, к сожалению. То есть там какая-то шляпа из Гарри Поттера с синдромом Туретта распределяет баллы. 3, 7, 4,5, как-то так происходит. Пуффин тут. Что это такое? Начало месяца можно выстроить, да, под статистику, то есть здесь все что угодно. Сотрудники базы. Вот. Что касается защиты данных, пожалуй, тоже важно с технической точки зрения, потому что мы все храним на территории России, мы арендуем сервера у Яндекс Облака, конкретно, они наши партнеры, то есть у нас есть прямо между нами договор, они предоставили нам аттестат безопасности, которым мы пользуемся. Это очень сложная бумага, получить которую для маленькой компании мало возможно, и я думаю, в принципе, не очень реально, но она отвечает всем базовым характеристикам, и что интересно, за 1,5 года работы на этих серверах ни разу, каждый раз, и на всякий случай, я только с этой вещью остался верным, до этого не был. У нас не было сбоев ни 5, ни 10 минутных даже, что совершенно поразительно, потому что за всю историю разработок, ну, как минимум 30 минут, час, где-то сайт может повисеть. Ломается все, Ticketland там сколько раз висел, это, сайт Вахтангова, просто хорошо помню. С сервиса Яндекса, что интересно, такси может не работать, еда может не работать. Я захожу каждый раз, когда вижу новость, что у Яндекса сбой, проверяю, ничего вообще, ничего. Подозреваю, что этой системой безопасности пользуемся не только мы, и, видимо, не из-за нас они ее делают такой проверенный, видимо, там что-то более важное содержится, и благодаря этому и нам достается такая устойчивая работа. Вот, парадоксально, мы протестировали все решения, которые есть в России, на всех крупных компаний, но аналогов подобному нет. При этом, на всякий случай, мы делаем раз в сутки бэкап, то есть резервную копию всех данных, потому что помимо механических сбоев может произойти человеческий сбой, ну, то есть кто-то сошел с ума и начал все там, не знаю, удалять или что-нибудь еще, или сделать случайно, или по еще каким-то причинам, все можно восстановить, ничего страшного нет. Пока тоже сервер пылится, он не понадобился, но тем не менее мы это делаем. У нас работает приложение, и это было целое приключение, это, наверное, самая сложная часть разработки, потому что, как я вам сказал, в 2020 году мы начали, и вообще не представлял, какие могут быть проблемы у российских разработчиков, чтобы выложить свое приложение на Android или iPhone. Вот. Но в 2022 мир показал, что уже по-другому смотрели, и это было сложно. Нам отказывали 3 раза. Ну, точнее 2, потому что 3 у нас получилось. Получили 2 отказа, написали официальные письма с подписями, печатями на бланке, что мы представляем сферу культуры, что мы вообще очень много вкладываем для человечества, для всего будущего. Это очень важно, это ценности. И нам в итоге разрешили наше официальное приложение на Play Market лежит просто, его можно скачать для Android, а для iPhone оно лежит по закрытой ссылке, но в App Store, то есть оно абсолютно прошло всю сертификацию, то есть все, что нужно. Вот. И, наверное, тут самое главное еще, что это то доверие, которое нам оказали театры, потому что многие, как я сказал, начали с нами работать, сотрудничать еще до того, как система была готова, просто на том, что поверили в том, что это надо, это было очень важно и здорово, и честно скажу, что даже мы не ожидали, что это настолько будет востребовано. У меня было ощущение, что порядка 20 театров, может быть, вот, еще да, зачем это остальным мне было непонятно. Сейчас я убежден, что это настолько важно, что
мы уже действительно, это неизбежный переход. То есть мы можем этому сопротивляться, мы можем в это не верить, но это все равно произойдет. В горизонте 2-3 лет это станет абсолютной нормой, это станет частью обучения. И мы уже сейчас тоже ведем институт, они сами проявили инициативу, мы даже не предлагали, на то, чтобы студенты начали пользоваться и уже выходили из вузов с умением, с технологиями, потому что им потом этим придется работать. Вот. И это очень здорово. Также свои цели мы здесь видим еще, что мы постоянно будем ее усовершенствовать. И примерно сейчас мы каждые 2-3 недели мы добавляем новые функции, которые облегчают жизнь так или иначе. Иногда это что-то простое, как вот эта самая кнопка, которую я вам показывал. Иногда такое же простое, чтобы вот название сцены оставались у нас с вами всегда, когда мы листаем расписание удобства. А иногда это очень сложные вещи. Потому что та же самая система нотификации, то есть уведомлений, как сделать, чтобы нужным она приходила людям, ненужным не приходила. Не заглавилась, там проще, безопасность данных, там много-много всего интересного кроется. Я думаю, что то есть сейчас у нас идет вектор развития на адаптацию под нужды еще музыкальных театров, потому что у них особая специфика. И она очень сложная, потому что для драматических, кукольных мы уже хорошо подходим, а для музыкальных есть еще к чему стремиться. В дальнейшем я думаю, что и концертная организация, филармонии, музеи, то есть все, у кого есть пространство, которое надо вести, у которых есть какие-то нужды, там отлично. Мы можем подойти. Вообще вместе с этим придумалась целая система, как можно изменить и модернизировать систему концертного проката и арендного проката вообще в стране и упростить многие процессы. Но это, наверное, в каком-то еще будущем примерно. Вот. А пока смело идем, расширяемся. И еще хотел сказать, что для меня огромная радость, потому что это моя 3-я открытая презентация. То есть, потому что у нас первая была на ВФТМ в декабре, вторая была в Питере в театральном институте, который позвали, и вот 3-я в Уфе на культурном форуме, что особенно приятно, потому что, мне кажется, чем больше людей, кто первыми узнает, это очень круто. То есть это значит, что есть потребности, есть тяга, и мы в это прекрасное будущее движемся вместе. Вот, поэтому это самое большое. Вот, собственно, на этом я хочу сказать вам большое спасибо и готов ответить на вопросы, на любые вопросы. Да, спасибо большое. У кого есть вопросы? Да, пожалуйста, самый главный. Да, я, наверное, должен был об этом сказать. Да, у нас 3 тарифа. Это 20, 40 и 60 тысяч рублей в месяц. Они базовые. При этом на них есть скидки 10 и 20% в зависимости от способа оплаты. Квартальная и ежегодная. Очень многие платят ежегодную, спасибо огромное, потому что это экономит кучу еще бумаги и кучу времени. Я думаю, что к этим же условным скидкам мы еще готовы добавить бонус за ЭДО, потому что то же самое. Чем меньше бумаг, чем меньше коммуникации, тем лучше. Что входит в цену? То есть безграничные возможности пользования системой. Разница тарифов определяется исключительно количеством пользователей. Потому что чем больше людей пользуются, тем больше идет нагрузки на сервера. Соответственно, мы должны увеличивать объем данных и прочее. И маленький театр «Кот» из Воронежа, где 25 человек, он независимый, это не одно и то же, что театр Вахтангова с 7 сценами там, и 1000 человек. Поэтому, конечно, совершенно разное. В некоторых случаях мы даже еще готовы обсуждать, потому что мы сами можем принимать решения и согласовывать. Есть индивидуальные какие-то случаи, даже еще чуть дешевле там работы, но примерно вот основные тарифы в такой базе. Нужна цена в месяц? Месяц, да. То есть лицензионный договор получается, вот самый дешевый у нас, по-моему, 15, самый дорогой 60. То есть вот в этом диапазоне, но дорогие там все гиганты относятся обычно, понятно. И оперный театр, потому что там очень большой объем, для них 500 человек это вообще не предел. Мы сейчас с новой оперой начинаем сотрудничество, там 1000 человек. Вот. И понятно, что там структурировать процессы, это тоже там очень важно. В цену входит, то есть вся поддержка, все техническое обеспечение. То есть мы платим гораздо больше деньги за то, чтобы это работало. То есть нам ни один театр сегодня не платит, чтобы конкретно был один, чтобы хотя бы чисто с точки зрения технического обеспечения это все компенсирует. То есть
это гораздо дороже стоит. Сюда входит наша работа, потому что мы готовы обучать, мы готовы поддерживать, мы делаем, помогаем с внедрением регулярно. Нас всего двое. 2,5 человека сейчас, на самом деле, не трое, по сути, но в постоянном нас двое. Я и мой партнер, мы работаем вместе вот с ним, получается, с 2010 года. Все это делали, все это создавали. Раньше у нас было 15 человек, но в итоге мы доросли до того, чтобы работать вдвоем. Учились большему, но сейчас снова, естественно, расширяемся, потому что поддержка требует очень много, и какие-то еще инструментарии нам очень важно закрывать. Значит, бэкап тоже входит, резервный код входит, почтовый сервис входит, и все новые функции, все, что мы разрабатываем, за это не нужно платить, оно появляется просто автоматически. Мы даем подписку на наш закрытый телеграм-канал, там всего 75 человек. Это заказчики напрямую, то есть кто представляет директора театров, и те, кто занимается наполнением системы в административном ключе, лишь управление и прочее. Вот. Примерно так. Все. Да, конечно, вообще без проблем. Мы даем на месяц, как правило, спокойно, со всем инструментарием. Она ничем не отличается, там нет никаких ограничений, она точно такая же. Помогаем настроить под театр и, в общем, без проблем. Это очень хорошо попробовать и понять, конечно, как это. На практике, что заказы начинают работать и отказываются? Пока нет. Нет. Был один случай крупного театра в Петербурге, который чуть не сорвался. Ну, это по моему мнению, потому что они мне сказали, что нет, такого не было, и что это не обсуждалось. У нас подписан договор, но у них оплата ежемесячная. И в какой-то момент они сказали, что у них происходит бунт внутри театра. Это тот самый бунт с цехами. То есть это те самые там ХПЧ. И дело в том, что там не было прямого контакта с директором, чтобы, наверное, это обсудить, поговорить, потому что часто, когда такие бывают, ты организовываешь общую встречу, и все вопросы решаются. Потому что оказывается, что все так не так страшно, и, как правило, нет никаких реальных причин. В общем, когда мы поговорили с этим театром, спросили еще, что они хотят, там выяснилось, что из реальных претензий была одна, им не нравилось, как отображение идет на телеэкране, потому что директор распорядился купить очень большой экран, очень большой телевизор. Мы прислали инструкцию, и, тут уж не знаю, наверное, наш косяк тоже отчасти, потому что они, когда прислали фотку, там все было нормально. Но потом они его перенастроили, и это нам не показали. И когда я приехал, я был в Питере, приехал посмотреть, а в чем проблема, я ужаснулся, потому что они не воспользовались нашей инструкцией, она очень простая, супер по подключению того, как это должно работать на экране, и подключили сами просто через браузер, и там вместо всех событий, давайте представим, что это день, да, там день был, там влезало только 2 события, и вот эти все буквы были гигантские. А телевизор не масштабировался, потому что это решается тем, что подключается маленький компьютер к обычной плазме, то есть любая, не обязательно смарт-ТВ, это обычная плазма может быть, компьютер подключен процессор к интернету, на нем выстраивается отображение браузера и масштабирование, потому что плазма не дает масштабирования. А на самом экране, как в мониторе, выстраивается только цветокоррекция, то есть баланс, чтобы это удобно было смотреть, и автовключение, автовыключение, чтобы утром в какое-то время включаться, ночью в какой-то момент выключался телевизор. Все, и он не будет сбоить, если не будет перепада с электричеством, то проблем не будет. Будет перепад, надо перезапустить. Вот это единственная нагрузка. Они все сделали не так. Я приехал, мы поговорили, я им объяснил, пришел их айтишник, сказал, все, ладно, мы переделаем, работает до сих пор. Когда я спросил, не собирались ли они, они сказали, нет, не собирались отказываться. То есть вот такого. Было еще 2 театра, которые заключили контракт, и время шло, они не начинали пользоваться, но там директора поднимали вопрос, они говорят, хотите, мы приостановим вступательный контракт, раз вы не хотите работать, но все-таки не-не-не, мы хотим. И тут же начиналась активность. Вот. Поэтому пока больше нет. У вас получается техническая, Безусловно, психологическая нужна мне вообще больше всего, потому что количество вопросов, которые возникают, и иногда, боже мой, какие они бывают странные. Но в одном театре я лично устанавливал, то есть
поврежем на телефоны приложения. Но ладно, это еще ничего сложного, потому что им просто надо было зайти в их Play Market, скачать, все были андроиды, я не умею пользоваться андроидом, я научился прямо в процессе, но это были их телефоны. Но в одном случае мне пришлось помогать с тем, чтобы зарегистрировать его в этом самом Play Market, встроить аккаунты там, и прочее. Вот. Тут мне уже нужна была психологическая помощь, потому что я понял, вот, знаете, такой из комедий, из мультфильмов, какой-то образ, когда выходит и начинает орать в пустоту. Вот. Мне хотелось выйти и начать орать в пустоту, просто выбросить это все эмоции. Если вы хотите, чтобы вам помогали с психологической помощью, нет, на самом деле это важно, потому что адаптация – это процесс, система очень легкая, она может встречать сопротивление. Вот Рязанский театр, например, мы подписали с ними с февраля договор. Вот на прошлой неделе, ровно на прошлых выходных я туда поехал, директор сказал: все, мы установили все компьютеры, все, кому хотели, давайте начинать пользоваться. И женщину, которая занимается у них замечательным, прекрасным ведением расписания, никто не предупреждал о том, что такая программа будет. Ее вообще никто не поставил в известность. Ей примерно сказали, он сказал в тот день, когда я уже ехал, сказал: приедет Максим, мы систему взяли, теперь ты будешь не работать. Ну, представьте, с какой радостью она меня встречала. Как бы, вот есть такое, да, как бы человек нет. То есть я не успел еще что-то сказать, она уже говорила нет. Почему нет? Она пыталась меня убедить, что это сложно, и она не сможет ее освоить. Показал ей, мы с вами час проговорили примерно, ей я показал все за 15 минут, потому что был вечер уже, и у нее там скоро спектакль, 15 минут делать. За выходные она мне позвонила 2 раза, и оба вопроса были примерно не как сделать, а я вот это вот делаю вот здесь, да? Или там правильно? Я говорю: правильно. Она говорит: ага. А вот это вот тут, правильно? Я говорю: правильно. Я говорю: ну, я в вас не сомневался. А она даже не хочет признать, что все просто. То есть, ну, посмотрим. Что такое. Еще, в общем, своя игра какая-то происходит. На самом деле, это же очень легко. Здесь очень важный момент, что мы недаром раньше мы разрабатывали именно сайты. Сайт – это продукт, который делается для того, чтобы им пользовались сотни тысяч людей, иногда миллионы людей. И очень разные. Когда ты это делаешь, ты понимаешь, что это может быть школьник, может быть 10 лет, 12 лет, а может быть человек за 80. И еще и с особенностями разными, потому что мы делаем версии для слабовидящих и прочее. То есть много функций. Совершенно разный уровень пользования. И этот маршрут должен быть простой. Это должна быть очень легкая архитектура. Я вам скажу, что огромное количество программ, которые я пытался, мне казалось, что я захочу им пользоваться, особенно типа Trello, Мегаплана, еще какими-то, я начинал и переставал, потому что они были или слишком сложные на входе, или какие-то непонятные. Мой друг очень хорошо пытается меня убедить, например, что 1С решит все мои вопросы. Вот. Но если я смогу прожить жизнь и не пользоваться 1С, я буду очень рад, потому что этот продукт сделан не для людей. То есть он очень функциональный, он невероятный по возможностям. Там действительно, скорее всего, все можно это делать. Но он так сделан, что просто неудобно пользоваться. Помимо того, что эстетически очень неприятно. Это еще тоже отдельный фактор, который очень важен. Потому что лучше я найду, не знаю, 2 решения, но они будут действительно простые, действительно понятные. Потому что все должно быть максимально, то есть, координировано. Вот. Поэтому пока нет, пока мы на очень хорошем стадии роста, развития и такое распространения географии. Да, спасибо. Есть еще какие-то вопросы, коллеги? Есть количество ограничений какое-то, чтобы те люди, которые могли бы вносить изменения в систему, и это между собой тоже какой-то конфликт не возникает? Если бы не было этого вопроса, мне стоило бы вас подговорить, чтобы вы его задали. Спасибо большое. Это, на самом деле, я забыл просто сказать, это очень важно, конечно. У нас все пользователи делятся, давайте так, грубо говоря, на 2 группы. Вот их можно поделить. Те, кто в системе что-то делает, это одна группа. Их это меньшее количество, это вообще порядка, даже в самом большом театре не больше 20 человек редко бывает. И вторая группа – это просто пользователи. То есть они получают информацию. Ко второй группе относятся артисты и сотрудники цехов.
У артистов два вида расписания. Мое расписание, то есть лично, где ему во сколько надо быть, и расписание театра. Мы делаем его доступным для всех, чтобы ты мог посмотреть, что у нас происходит, и чтобы все-таки такая некая ценность, да, как организация, чтобы тебе не было все равно, чтобы тебе не только было, что меня волнует день, нет, вообще, ты можешь посмотреть, и вот вся наша там жизнь отражена. У сотрудников цехов то же самое, только еще одно расписание есть, расписание их цеха. И это сделано как раз на случай, если им нужно поменяться между собой, что-то еще, пожалуйста, чтобы они видели работу друг друга. В общем, в их сторону такой реверанс. Теперь это две группы пользователей. Теперь про группу пользователей, которые в системе могут что-то делать. Их 4 типа. Администраторы. Это не в театральном смысле администратор, это в компьютерном, в IT. Это режим Бог. Ты можешь делать все. То есть вот все, что я вам показываю, все можно делать. Менять все настройки, все прочее. В идеале в театре это 2 человека. То есть обладают таким режимом. Это IT-специалист, который нужен на случай, если что-то надо сделать, и главный человек по заполнению репертуара. Тот, который отвечает за все. Больше я бы не давал доступ, но бывают разные случаи. Находил у клиентов и 16 человек занесенных, потому что чем больше конфликтов, может быть, кто же это сделал, тогда надо возвращаться к логу. Лог — это такое Соломоново решение, где записана история всех операций. Можно посмотреть, кто это сотворил на самом деле. Второй уровень доступа у нас называется на данный момент ХПЧ и режупр, но мы его, скорее всего, будем даже разделять на 2, ХПЧ и режуправление. Это по большому счету все то же самое, только без раздела театр, без возможности редактировать базовые настройки, то есть вот, менять все, что у нас есть. Тут уже должно находиться все режуправление, все, кто занимается расписанием, то есть кто добавляет гастроли, кто добавляет спектакли, там, пожалуйста. Третий уровень доступа — это по мреже. По мреже тоже тут, это скорее название уровня доступа, чем реальность, потому что бывает по-разному. Где-то в некоторых театрах это по мреже только работают на спектаклях и больше ничего не делают, а где-то заводят репетиции и проходит весь репетиционный процесс. Мы под этот уровень доступа больше заточены, хотя мы можем настраивать индивидуально в том числе. Они могут назначать репетиции, вызывать артистов, ставить задачи цехам, но не могут менять расписание месяца. То есть вот спектакли, которые стоят репертуарные, они уже не двигают. И это очень, очень важное такое разграничение. И последний уровень доступа на сегодняшний день, который есть, это руководители цехов. Это люди, как я вам сказал, их задача взять, назначить, получил задачу, назначил исполнителя. Или там просто принял и все, и принял к сведению и понял, что нужно делать. Здесь не только технические цеха, здесь могут быть и любые другие службы, администрация, маркетинг, бухгалтерия, кадры, все что угодно. Тут уже каждому фантазия, каждый сам волен пользоваться, как он хочет. Вот, примерно так, вот такие уровни доступа. А в будущем появится еще 2. Мы делаем директорский уровень доступа, мы его называем такой супервайзер, то есть я все вижу, вообще все вижу, но делать ничего не могу. В более ласковом и таком лестном варианте мы называем его режим Олимпа. Вот. Что типа ты как бог наблюдаешь за всем, что происходит. В более реалистичном случае от греха подальше, чтобы директор, не дай бог, что-нибудь не снес. Потому что потом сложно предъявить ему. Это еще отдельно, даже если он не прав. Проще будет сказать, ну, извините, да, накосячил сам. Поэтому будет такой уровень доступа, и, ну, как я сказал, ХПЧ и режуправление мы заведем в 2 отдельных. Все ясно. Есть еще, да? Вопрос такой, минимальный набор для театра, типа, сколько нужно экранов, сколько компьютеров, что это у вас технически? Вообще никаких ограничений нет, это исключительно на усмотрение. То есть можно вообще работать, не имея никакого компьютера, человек может вести все с телефона. В принципе, если сказать минимально, я бы сказал 1 компьютер. То есть вот этого достаточно. Экраны исключительно по желанию, потому что, конечно, когда ты видишь экран, который висит в фойе, это совершенно другое ощущение просто возникает, эстетическое. Я сам до сих пор, когда лично оказываюсь в театре, который это поменял, смотрю, и какое-то время просто, ну, ощущение технологического прорыва, который ты видишь вот наглядно. Вот было, вот это стало. Это просто очень приятно. Но на самом деле это совершенно не обязательно, потому что, во-первых,
практически у всех есть телефоны, ты можешь в телефоне все видеть, все, что тебе нужно, потому что на самом деле ведь экран дублирует эту информацию отчасти, и он не персонализирован, экран показывает все, что у нас происходит как бы в целом. Это может быть и неплохо для некоторых там, служб, артистов, кому по-прежнему так удобнее, без проблем, но я считаю, одного экрана вообще достаточно. Вот, это обычная плазма, обычный маленький компьютер. То есть это, не знаю, 30 тысяч рублей можно уложиться, 30-40 тысяч рублей, что это сделать. Все ясно, да, есть еще? Евгений Валерьевич? В Башкирии нет у вас клиентов еще? Пока. А нет. Первому записаться, сколько скидка будет? Договоримся, с удовольствием сделаем. Это не проблема. На самом деле, я вам скажу, вот здесь очень важный момент для нас. Не столько имеет значение цена, потому что это, конечно, очень хорошо. Мы не корпорация, нам важно, по-другому скажу. С ценой нет проблем, потому что все крупные театры, для них это нормальные деньги, нормальные условия. И их самый высокий наш тариф обычно не смущает. Они понимают, сколько мы там решаем вопросов, нормально. Изначально была мысль, вообще, может быть, нам и не нужно тогда, то есть работать с другими театрами. Может быть, достаточно взять 10-15 больших театров, вести их и все, и спокойненько себе вдвоем там жить. Но самое интересное в этом процессе – это именно наблюдать то, как жизнь тысяч людей меняется. Меняется их повседневность, она становится оптимизированнее, быстрее, лучше и удобнее. И вот я вам рассказал про маркетинг, да, и про пиар, что я в этом работал. Я вам скажу, что такого выгорания, как в этой сфере, я не знаю, есть ли среди вас представители, кто работает в маркетинге или в пиаре, в театрах, там есть, да? Согласитесь ли вы со мной, но я такого выгорания просто в жизни не встречал еще нигде, потому что уровень стресса очень высокий, ты постоянно в каких-то режимах дедлайнов, ты там все всем должен. С точки зрения пиара у нас было особенно так хорошо. Если все получилось, хороший спектакль. Если не получилось, виноваты там пиар и продажи. То, что пиар и продажи причастны к успеху, невозможно в картине художников, режиссеров и прочих. Они могут быть только виноваты. То есть режим, как бы тумблер, который работает в одну сторону. Я так жил лет 10 вот с такими там выгораниями. И сфера культуры, вот вы когда во вступлении говорили про то, что мы как раз делаем, мне кажется, это очень важный аспект. У меня есть настольное четверостишье, я вам с вами поделюсь. Этот момент, когда мне особенно вот плохо, когда меня уже все выбесило, и все, я больше не хочу больше работать. Зачем мы это делаем? Здесь это не про деньги, это не про что, это невозможно, еще и благодарности никакой нет, но вот это четверостишье, оно мне всегда помогало вернуться в чувство, вернуться, вспомнить, зачем мы это делаем. Это советско-турецкий поэт Назим Хикмет, и звучит оно так. Если ты гореть не будешь, если я гореть не буду, если мы гореть не будем, кто тогда рассеет тьму? Я верю, что вот мы все с вами, работая в сфере культуры, посвящая свою жизнь именно этому, занимаемся самым главным делом, то есть вот этой ценностью, это борьбой с этой самой тьмой. В самом широком смысле, в самом таком, как мы читали это когда-то в сказках, как это есть, не знаю, в фэнтези Толкина и прочих других, в самом примитивном, но самом прямом смысле. Это борьба света и тьмы, и то, что мы делаем, мы несем свет, мы его сеем, мы приучаем к этому людей, и, наверное, поэтому мир пока стоит и движется. Вот. Но это стоит титанических усилий, поэтому у этого есть обратная сторона. Так вот, работая в этой сфере, когда мы начали представлять театр в IT, я удивился, насколько все иначе. Здесь уровень благодарности в 500 раз выше. Никто тебе, даже если... У нас есть вот эта почта поддержки. Больше всего писем мы получаем туда с идеями. Притом я пишу ответ людям. Я говорю, скажи, это же пишет человек. То есть, знаете, такое появление, у него почта там Mail.ru или там Gmail.com. Зовут как-нибудь имя, фамилию. Я не знаю, кто он такой. Надо, чтобы узнать, кто он такой, надо как минимум хотя бы по базе данных тогда его пробивать. Он не представляется, он ничего не пишет, он говорит, здравствуйте. Очень нравится пользоваться вашей системой. И хочу вам предложить пару идей. Вот. И накидывает. Я ему пишу ответ, здравствуйте, там,
Евгений, очень приятно. Спасибо вам большое за ваши идеи. А скажите, из какого вы театра? Он больше не отвечает. И таких 5 примерно. Ощущение, что какие-то, знаете, такие небесные силы проявляются, но они не существуют. Я поэтому их не пробиваю по базе, я боюсь, вдруг все же люди. Не хочу разочаровываться. Вот, по поводу, да, у нас 17 регионов сейчас, вот, кто с нами работает прямо в данный момент, Башкортостана пока нет, но я уверен, что будет, поэтому цена для нас не так важна, как та радость, которую мы приносим. Вот, поэтому нам главное вот эти косты закрывать, которые есть у нас, потому что, простите, страшная история заключается в том, что в плане развития, потому что если взять там любой тариф, посчитать, ага, давайте перемножим на 30 с чем-то театров, и вот какая там сумма получается, можно получать. Ну, про налоги там проще мы уберем, про техническое уберем. Я вам скажу один момент. Нам очень нужно нанять еще одного программиста. Нам нужен технический директор. И вот за то, чтобы его нанять, мы конкурируем не с театрами, вот вообще, ни с музеями, ни с филармонией. Мы конкурируем со Сбербанком, с МТС и с Яндексом, и с ВТБ. И проблема в том, что им вообще все равно сколько платить. То есть это такие структуры, у которых это корпорация. То есть они могут, когда я узнаю, как люди там работают, и что у них еще такое ДМС, там мы еще отпуск оплачиваем, в общем, какие-то страшные просто условия, и типа и зарплата там, им все равно. А нам нужно человека с невероятной квалификацией, потому что нам нужно только лучше убедить работать с нами. Да, они готовы будут, наверное, раза в 1,5 скинуть цену, потому что в корпорации ты винтик, и ты не знаешь, что вообще ты делаешь, и зачем ты это делаешь, и, наверное, только машинисту метро сложнее, когда свет в конце туннеля и снова туннель, он видит очень тяжелая профессия. Вот, наверное, так себя чувствуют люди в корпорации. В стартапе в этом плане, конечно, больше энергии, больше интереса, но чтобы вот заплатить им, мы пока столько еще клиентов у нас нет. Поэтому вдвоем. Есть еще вопросы, коллеги? Да, с удовольствием. Контакты я... Через меня, наверное. Да, давайте, да, конечно. Конечно, правда. Могу продиктовать, если хотите. Да. Можем лично пообщаться, если кто еще стесняется вопросы задать, без проблем. Владимир Мунирович сейчас вот задавал вопрос. Это у нас театральная концертная организация, где внутри есть не театр, а объединение, где есть и театр, и филармония. Поэтому я думаю, что у вас особенно актуально, да, вот такой планировщик. Ой, это очень здорово. У нас есть одна филармония среди клиентов, но мы еще не работаем с ними. То есть у нас подписан договор, это ТКТО, то есть это Тюменская концертно-театральная организация. Тот же самый случай, да, концертно-театральная. Вот, если видно, тут есть вот прям оба контакта, телефон и почта. Из государственной филармонии есть здесь кто-то? Что? ВГФ нет, да? Я тоже им хотел, чтобы они услышали, к сожалению. Ну, услышат, увидят. Я передам им обязательно тоже, потому что у них действительно, у них там, наверное, самый большой объем вообще в целом, и там 1500 концертов будет. И... Это наша вот следующая очень большая как раз цель, выход на концертные здесь организации, потому что вот то, что я вам сегодня показал, это ведь, смотрите, это еще только 2 года разработки, которое было там до этого, но из этих 2 лет, это большую часть времени, это изучение процесса, потому что понять, как все устроено, это очень много времени. Этапами там не так все сложно. Вообще, технически, я, знаете, что понял? Что для меня было открытием, что я стал лучше понимать фокусников и иллюзионистов. В том смысле, что самое сложное – это придумать. Реализовать вообще не сложно. То есть вот придумать в голове, что мы хотим сделать, вот это сложно. Написать любые строчки кода, любое там обновление, сейчас вот вообще ерунда. Мне кажется, любые задачи, которые можем ставить, будет отлично. И с точки зрения концертных организаций мы как раз придумали систему, которая поможет вообще немножко изменить рынок. Сокращает кучу расходов на артистов, на перевозках, на логистике, прежде всего на визах и так далее. Прям целая система, как это может помочь. И чем больше сейчас у нас появится таких, условно, там, бета-клиентов в этой сфере, в сфере концертной, тем будет, конечно, лучше. Потому что пока у нас один ДК, это в Тюмени, одна филармония, тоже Тюменская, с которыми только вот-вот еще начнем. Да, потому что там ведь ситуация кардинально другая, она вроде похожа, но в то же время там
если в театре условно, ну, 4-5, там, ну, у некоторых театров, конечно, поболее, может быть, и крупных, допустим, премьер в год, да, но, допустим, у той же там филармонии там 20 их в год, да, то есть, а может и 40, там побольше, да, то есть Конечно. это бесконечно новые программы, очень много выездов. Кстати, вы по гастрольным выездам тоже, наверное, будете, да? Да, во-первых, у нас есть тоже как раздел, да, но я хочу отделить потом именно, то есть с точки зрения тоже коллективов, отделить возможность, чтобы если коллектив едет на гастроли, у них включался свой режим, свой функционал. Смотрите, я просто почему говорю, как уже работник Министерства культуры, да, отдел профессионального искусства, я вот в целом как бы мы уже много времени об этом говорим, что было бы хорошо сделать некий такой тоже планировщик гастрольной деятельности в Республике Башкортостан, где бы могли быть подключены все наши театральные концертные организации, чтобы они не дублировались. Иногда бывает, что запланировали гастроли, приехали, а там вчера был другой, да, театр или учреждение, или другие, в общем, накладки, методы, и чтобы мы могли сделать это. Мы, ну, как бы, вроде как бы их просто собирать и делать человек, ну, есть, так можно делать, да, но тем не менее очень много получается сборов. Абсолютно. Была программа такая, где можно было бы вбить организации, и они бы у нас, ну, условно, 63 муниципальных образования, и вот там сколько, около 30 наших учреждений, которые выезжают туда. Вот. Ну, у нас в этом есть смысл. Республиканская. Того, что мы видим, мы даже хотим шире, чтобы помимо того, что внутри региона, у вас есть соседние регионы, и чтобы, например, филармонии, ну, там, крупный зал, который работает, да, с теми, кто гастролирует, могли видеть систему проката этих учреждений, эдукировать этих артистов. И наоборот, чтобы артисты могли предложить себя, так сказать, мы едем, у нас уже оплачено, может быть, мы у вас выступим, потому что это какая экономия на огромном коллективе, да, с точки зрения логистики и там, проживания, это невероятно. У нас очень хорошие отношения с Росконцертом, они нас поддерживают, то что их система грантовой поддержки коллективов, которая оплачивает логистику и проживание, как раз очень хорошо бьется с нашей идеей, поэтому я думаю, что мы здесь объединим усилия, нам это очень важно. Если интересно, мы могли бы, может быть, руководство Министерства культуры презентовать, если вот такой с огромным удовольствием, конечно. Планировщик региона, я думаю, что это было бы неплохо, да, коллеги, как считаете? Это эти и еще множество других вопросов может решить, потому что тут так много связанных, например, технически. Приезжает театр на гастроли, или вы приезжаете на гастроли. Мы хотим, чтобы внутри системы было сравнение сцены с потребностями спектакля. Сначала у тебя выявляется то, что совпадает, потом идет проверка конфликтов, а не занято ли это оборудование у этого театра в других постановках в это же самое время. Второй момент. Выявляется то, чего тебе не хватает, и тебе сразу предлагается, где ты можешь это взять, с контактами и прочим. Например, что вот у таких-то других театров это есть, а у других площадок это есть. В крайнем случае вам будет телефон компании, который может это предоставить. Но самое главное решить вопросы. И то же самое с точки зрения там, расселения и прочего, чтобы были интегрированы, но просто, как я и говорю, мы еще в самом начале пути. То есть это все только будет, поэтому обязательно. Обмен специалистами, обмен знаниями, обмен вообще каким-то опытом, который может быть. Это все очень важно. Вообще лет 7-8 назад был ресурс, сейчас не помню адрес, уже, по-моему, не работает, потому что я некоторое время назад пытался. Там была вся база всех сценических площадок с техническим гайдом. То есть высота, ширина зеркала, площадь планшета, количество штанкетов и так далее. Да, вы понимаете, вот история в том, что вот такую базу собрать вообще несложно. Сейчас любой каталог сделать несложно. Но настолько стало все динамично, что меняется все постоянно. То есть мы в одном сезоне закрываемся на ремонт, в другом сезоне у нас перегорела, там, не знаю, эта лампа, или мы закупили новые. И это, если это не обновлять, то это не имеет смысла. А тем более, самый второй момент, что ты не знаешь, используется оно сегодня или нет. Потому что если ты едешь, а оно сегодня занято, а оно есть, оно тебе не поможет. Это самое невероятное. Как раз такой планировщик, то мы могли. Ну, у нас это в планах и есть. То есть вот именно такое развитие, то есть движение вглубь и вширь, безусловно. И количество площадок
Потому что мне бы очень хотелось, чтобы по итогу не просто, то есть жизнь одного театра там становилась лучше, мы хотим сюда и там, и грантовый календарь, и фестивальный календарь подключить, как можно больше информации, обучения, контакты, которые можно доставить, но и само по себе, чтобы театров становилось больше, чтобы система помогала такой легкой организации, чтобы, не знаю, молодые люди, выходя там из коллектива, не думали о том, что кто-нибудь только бы дал им деньги на какую-то организацию, а уже начинали какую-то деятельность, пусть даже и в неком таком пространстве, там онлайн и маленьких площадок, то будет отлично, потому что ведь именно это ведет к будущему. С точки зрения концертных организаций, чтобы было больше артистов, у них больше работы и больше возможностей. То есть вот к этому. Сюда можно и грантов, и корпораций, все можно заводить в единую экосистему. Но это мы уже в визионерство переходим. Сейчас у меня глаза блестеть начнут, как у Крока. Коллеги, как есть еще вопросы? Сегодня Александр. Относительно. Я приглашаю в театр НУР на премьеру «Жениться», что ли. Очень хорошо, спасибо большое. Приятно. НУР — это, насколько я знаю, татарский театр. Класс, класс. Я был один раз в театре Камала на спектакле Айдара Забарова, мне очень понравилось. Но мне сегодня рассказали здесь театр, что здесь тоже работает с синхронным переводом, это прекрасно. Спасибо. У нас каждый театр, национальный театр, он обеспечен синхронным. Это очень круто. И у нас проблем нету. Я думаю, что половина зала у нас точно, да, бывает с наушниками. Вы понимаете, я просто помню, когда работали с театром Фоменко, там был вопрос, что очень много иностранных туристов, а Москва, понятно, бурлила просто постоянно туристическим потоком, экспатами, люди бы хотели прийти в театр, посмотреть классику, и обсуждался вопрос, и они предлагали, прости господи, планшеты, с которым должен был сидеть человек и листать. Ну, то есть, во-первых, помимо того, что это какой-никакой, но это свет всем соседним людям, которые ты будешь излучать, это еще и так себе удобство, ну, то есть извращенно. И говоришь, что это невозможно. Ну, да. Поэтому, у нас есть тефлокомментирование, да, во многих театрах, то есть в этом плане у нас республика очень продвинута. Ну что, коллеги, я думаю, что мы потихоньку подходим к финалу нашего метода, и у нас на финал нашего общения запланировано подписание соглашения между Башкирским академическим театром драмы имени Мажиты Куфури и Максимом, как представитель, да, именно? Вы будете, да, подписывать? Я, потому что это инструктор мама. Вот так, я потому что... Там одна фамилия, да. Я тут хотел посмотреть. Так, вот у вас, да, открыто, вот ваша ручка. Снимите этот момент. Может быть, экран сзади поставить, да? Ну что ж, пожмите. Еще раз добрый вечер. Спасибо большое за свою познавательную историю. Мы для себя поняли и выяснили, что есть новая система, должна идти вперед. Я очень надеюсь, что вот сегодняшнее наше соглашение превратится в договор. Будет работать на YouTube. Спасибо. Порой бывает еще так, когда передают друг другу папочки, чтобы у вас было. Давай, так. Да, уже ваша Так вот. Да, вот надо, чтобы был этот фон, аукционный фон нехороший сзади. А через сколько поменять? 6 секунд. Сейчас, другой есть. Это, конечно, Максим Сергеевич, но открыл тай появится, да? Сейчас появится. Не ровно 6. Башкирская 6. Башкирская 6 секунд. Задержка идет здесь. Задержка 16 секунд. У нас и так. Сколько? 6 секунд. Ну, задержка 16. Надо рассчитать. Да. Да вот, все, уже есть. Что, коллеги, подождите секунду, давайте все-таки это завершим. Сейчас.
что, Максим Сергеевич, огромное вам спасибо. Мне кажется, что действительно очень интересно, познавательно. Я лично надеюсь на наше действительно сотрудничество, чтобы вот, ну, прежде всего крупные наши театры, вот здесь сейчас представители Русского академического театра ушли, но они ушли только потому, что у них сейчас спектакль, и туда приезжают крупные гости, там, приехавшие на Курултай, поэтому они побежали, просто заранее меня предупредив о том, что они будут вынуждены уйти. Но я думаю, что, конечно, двум академическим театрам нам будет очень интересно, потому что они самые крупные, и, естественно, большим, ну, составом, большой репертуар, им будет прежде всего, наверное, интересно. Но так же, как вот и говорили, концертные театральные организации, тоже другие. Я думаю, что действительно наше будущее связано уже неразрывно с цифровизацией, и понятно, что мы от этого никуда не денемся, и чем раньше и быстрее мы будем принимать и осваивать этот опыт, тем быстрее мы как бы шагнем, что ли, в этот мир. Я даже вот сижу, слушаю, вы начали даже с Марка Цукерберга, который говорит о метавселенной, и я даже так думаю, ну чем не наша метавселенная в культуре, которая тоже может расширяться, вот, ну, по-моему, просто бесконечно. Поэтому я тоже, мне кажется, было бы очень интересно вот о том, о чем мне вот сразу подумалось, что мы могли бы с вами проговорить и дальше, может быть, выстроить какое-то предложение от вас и зайти к руководству министерства и предложить некий планировщик для региональный такой. Мне кажется, что могут заинтересоваться коллеги, и это могло бы у нас случиться, да, коллеги? Мне кажется, что это очень нужно для нас. Вот, спасибо вам большое. Я думаю, что от всех выражаю эту благодарность. И вот вас сейчас пригласили в Театр Нур, до этого вас пригласили в Театр Академический. Я думаю, что сейчас каждый из присутствующих может сказать: давайте к нам, вы сами выбирайте, скажите, если вам, вот вы были в музее археологии, у нас еще есть музей Нестера, у нас есть музей Альбана, у нас есть музей Национальный музей, у нас есть много других точек, событийных мест, куда вы могли бы. И просто по Уфе проехаться, это тоже очень будет, наверное, для вас, может быть, интересно, да? То есть спасибо огромное, давайте заканчиваем, завершаем. Сделаем, давайте фотографию. Садитесь вот сюда, наверное. Ты думаешь сюда, а не рядом с экраном?